Главные события уходящего четверга, 29 мая, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Юрий Трутнев посетил лабораторию беспилотников и осмотрел продукцию якутской турпатриотической. Узнаем подробности визита. 3 компании из Якутии стали лауреатами деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Расскажем про них. Место встречи. Якутск, столица республики, принимает международный форум креативных индустрий, созданный на Дальнем Востоке. В битву за Мухтую вступила полиция. ГАИ помогает дорожникам Мирного не допускать большегруза на трассу. Кино, которое объединяет с 23 по 25 мая, в Крыму прошел Всероссийский кинофестиваль «Мост». Разработки якутских изобретателей и инженеров успешно применяются на фронте. Отдельного внимания заслуживают беспилотные летательные аппараты, созданные в республике. На базе технопарка Якутия была организована лаборатория БПЛА под одной крышей, собраны все производители дронов. Здесь технику собирают, прошивают и тестируют. В рамках своего визита в Якутию Юрий Трутнев посетил лабораторию и пообщался с якутскими разработчиками. Сейчас работаем над модернизацией наших дронов, а также по просьбе ребят мы сделали дроны с большой грузоподъемностью, это 6 и 10 килограммов. На данном этапе мы будем их адаптировать, модифицировать, а также будем использовать оптоволоконные дроны, которые сейчас тенденции очень хорошо себя показывают. Все это будет тестироваться, и в скором времени мы их будем поставлять на фронт. Быстро. И, соответственно, он предложил, что надо все это делать, протестировать и отправлять ребятам. 3 якутские компании стали лауреатами деловой премии «Звезда Дальнего Востока». В номинации «Лучший работодатель» премию получил ГУК Наглинский компании «Колмар». В номинации «Все для победы» дипломы получила компания ЕКТ «Сокол», поставляющая в зону специальной военной операции снегомолотоходы «Сокол», и компания «Зеленая энергия», которая производит электромотоциклы «Тимир». Техника, производимая в Якутии, получила множество положительных отзывов как от солдат, так и от командования в зоне СВО. Дипломы победителям вручил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Поблагодарить всю ту команду, которая работала над этим проектом и продолжает работать над проектом. Это в первую очередь наш трудовой коллектив компании ЕКТ «Сокол». И все те службы, которые нам помогали, это в первую очередь Министерство по безопасности, обеспечению безопасности жизнедеятельности, службу спасения. И только вот благодаря этой слаженной командной работе мы достигли определенных показателей и будем дальше продолжать обеспечивать нужды специальной военной операции. Место встречи. Якутск, столица республики, принимает международный форум креативных индустрий, созданный на Дальнем Востоке. В течение 3 дней более 2500 участников будут обмениваться опытом в различных областях. О первом дне работы форума расскажет Вероника Таюрская. Креатив и самобытность проходят красной нитью через весь форум, созданный на Дальнем Востоке. От творчества к экономике. 11 регионов Дальнего Востока, 39 субъектов России, более 5 стран и свыше 250 спикеров в течение 3 дней представят свое видение, как должна выглядеть креативная экономика в наше время. У нас будут различные отраслевые сессии, посвященные кино, анимации, урбанистике, в целом всем 16 креативным индустриям. И мы планируем, что этот форум, эффект от этого форума мы будем мерить, во-первых, в деньгах, сколько соглашений заключено, сколько инвестиционных лотов приобретено, как регионы с друг с другом взаимодействуют. Ну, во-вторых, сколько сообществ, сколько проектов у нас на Дальнем Востоке по креативным индустриям появилось. Фусут им, словно магическим ключом. Настоящий театр развернулся во дворе квартала труда. Обряд очищения как символ перерождения, а национальные инструменты как часть богатой культуры. Сцену с эпоса Аланхо показали на нескольких театрализованных площадках якутские артисты и студенты АГИКИ. Действие погрузило участников и спикеров форума в самобытную культуру народа Саха. Я очень рад, что столько творческих, интересных людей со всей страны приехало. Это обязательно даст мощный импульс развитию креативной экономики Дальнего Востока. Уникальность народов Дальнего Востока в богатой культуре. На форум представители 11 регионов округа привезли продукцию местных предпринимателей. Сегодня от нашего центра прототипирования мы предоставляем в качестве одного из направлений нашей деятельности настольные игры, которые разработаны и придуманы в нашем креативном пространстве.
Настольные игры являются одной из наших специализаций, одной из направлений нашей деятельности. И мы представляем настольные игры, сделанные с идеей и с глубоким пониманием того, для чего мы это делаем. В свою очередь, республику уже невозможно представить без якутского кинематографа. Регион в тройке лидеров по производству кино и уступает только Москве. Сергей Сельянов, почетный гость форума, отметил самобытность и яркость местного кинематографа. На встрече с главой республики председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения России рассказал о якутском феномене и о высоких достижениях наших режиссеров. Я люблю те места, где любят кино. Вот, поскольку здесь то самое место, то я в очень хорошем настроении. И позиция главы республики, конечно, меня, который принимает, развивает, разделяет мнение о том, что интеллектуальная составляющая в развитии республики очень важное дело. За 3 дня проведения форума создано на Дальнем Востоке от творчества к экономике на площадках будет заключено соглашение на общую сумму в 1 миллиард рублей, что поспособствует развитию креативных индустрий в дальневосточном регионе. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. С 2022 года по поручению президента страны Владимира Путина был разработан 5-летний план мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту дорог. За это время в рабочее состояние должны привести не менее 80% дорог в населенных пунктах численностью от 25 тысяч человек. В эту категорию входят несколько городов республики, в том числе и Нерюнгри. Как там идет работа, знают наши коллеги. Ремонт улично-дорожной сети начался в Нерюнгри с наступлением теплой, сухой погоды. В этом году запланирован большой объем работ. Будут продолжены работы по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице Южно-Якутская. Завершающий этап. Запланированы работы по ремонту автомобильной дороги и тротуаров улицы Кравченко. Для поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии заключены муниципальные контракты по ямочному ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных проездов. На сегодняшний день заключены контракты по ремонту городских тротуаров. Ведутся работы по замене бортовых камней улицы Амосова и улицы Строителей. В начале летнего ремонтного периода сотрудниками госавтоинспекции проведены профилактические беседы с подрядчиками, которые в рамках заключенных контрактов будут осуществлять ремонт уличной дорожной сети, восстановление дорожных знаков, бордюрного камня. На данный момент со всеми подрядными организациями проведены личные провизиты с личным составом, подписаны схемы организации дорожного движения в месте проведения работ. И также проводится постоянный мониторинг в рамках 248 федерального закона по обеспечению безопасности дорожного движения, чтобы подрядчики, которые производили работы, выставляли знаки в соответствии со схемами организации дорожного движения, нормативно-правовыми актами, ГОСТами Российской Федерации. Сегодня ведутся работы по очистке автомобильных дорог и внутриквартальных проездов от щебня. В ближайшее время будет обновлена дорожная разметка. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Нерюнгри. В битву за Мухтую вступила полиция. Сотрудники ГАИ дежурят на 121-м километре на повороте на Тас-Юряха, а дорожники МУАТ спокойно заканчивают ремонт трассы. По словам госавтоинспекции, нарушители теперь редко появляются на дороге. Частные компании предупреждены о контроле. В прошлый раз съемочная группа наших коллег зафиксировала 4 неразрешенных большегруза, а в этот раз ни одного. Елизавета Седых вернулась на дорогу и узнала подробности. Колейности выровнены. Там, где когда-то проваливались машины, теперь сухо и гладко. Мирнинское управление автодорог заканчивает ремонт участка Мухтуи с 117 километра по 127. 3 автогрейдера восстанавливают профиль дороги, выстраивают небольшой уклон, чтобы вода не скапливалась на полотне. В данный момент автогрейдерами просушенный грунт с обочины укладывается на проезжую часть слоем где-то 5 сантиметров. Следом будет укатываться катком. На 110-м километре латают провал в полотне. Бульдозер укладывает долерит. За процессом следит Владимир Будников. От поворота на Тасюрях и от Дорожного до Зари производитель работ МУАТ проверяет соблюдение технологии. Ранее дорожникам мешали большегрузы, которые ехали по разбитым участкам, несмотря на ограничения. В борьбу за дорогу вступили люди в погонах. Там сейчас дежурят у нас сотрудники госавтоинспекции и Министерства внутренних дел. Проезд у нас теперь ограничен. Столько техники нарушений уже нет. Нам стало намного проще работать. Перестали отвлекаться на
технику и не выдавливает, успевает грунт устояться. Весовой контроль возле Ленска тоже заработал. Ограничение движения для водителей сверх 3,5 тонн продлили до 16 июня. На 121-м километре Мухтуи сотрудники ГАИ круглосуточно проверяют путевые листы и накладные у водителей. Пропускают дорожно-строительную технику и тех, кто везет продукты, воду, лекарства и топливо. Контрольно-пропускной пункт продолжит свою круглосуточную работу на развилке к Ленску и Тасюряху. Но в ближайшее время сотрудники МУАТ планируют начать частично пропускать большие грузы, чтобы увеличить нагрузку на дорогу, выявить ее слабые места и устранить их оперативно. Елизавета Седых, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». В апреле стартовало всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Каждый желающий может проголосовать за то, какие общественные пространства могут появиться либо нуждаются в благоустройстве. Как преобразиться Якутску, знаем из следующего материала. В этом году лидером голосования по благоустройству является сквер имени Юрия Гагарина. Это первое, что видят все прилетающие к нам через воздушную гавань столицы. Вообще в 2025 году принимают участие 8 объектов. Первый сквер Гагарина, да, где мы сейчас находимся, сквер имени Юрия Алексеевича Гагарина. Потом у нас сквер «Обнаженные сердца» на Талом озере, сквер строителей, который находится у нас на кольцевой развязке Жарницкого и Пирогова. И сквер, посвященный памяти воинам якутянам города Ржев, и наши городские водоемы, которые также нуждаются в благоустройстве. Это озеро Щерса, озеро Сергелях, озеро Белое и озеро Теплое. Проектируемый участок располагается в Гагаринском округе по улице Можайского. Сквер расположен недалеко от торгового центра, детского сада и Центра культуры имени Юрия Гагарина. Через дорогу можно попасть на территорию общественного пространства «Ворота Якутска», а в 500 метрах расположен аэропорт города Якутска. Третий год ведем голосование по общественным пространствам за, скажем так, ремонт, реструктуризацию сквера имени Юрия Гагарина. На самом деле это большая история, связанная не только с памятью Юрия Алексеевича Гагарина, которому в прошлом году исполнилось 90-летие, 200 годов уже, но это также связано с героями трассы мужества Алсип. Сквер будет разделен на мемориальную, игровую, событийную, пешеходную и тихую зоны. При благоустройстве сквера имени Гагарина будут использованы современные элементы дизайна городской среды. Внедрят способы ориентировки и информации для маломобильных групп населения. Проведут работы по обновлению почвы для посадки многолетних растений, а также будет уделено внимание освещению сквера. Екатерина Фролова, Станислав Потапов, Якутск. Сегодня в Илтумане состоялся круглый стол об организации профилактики и лечения вирусных гепатитов с участием главного внештатного специалиста по инфекционным болезням в Дальневосточном федеральном округе Анны Кузнецовой. Якутия является одним из неблагополучных регионов России по заболеваемости хроническими вирусными гепатитами и, как следствие, циррозом печени и первичным раком печени. В республике проходит лечение более 14 тысяч пациентов с хроническими гепатитами, из них 1300 человек болеют гепатитом D, который считается наиболее тяжелой формой. По данным на 1 января этого года в республике диагноз хронический вирусный гепатит С установлен 5848 жителям. Вирусный гепатит Б, особенно такая его осложненная форма, как вирусный гепатит Б с дельта-агентом, вот здесь в связи с определенными этническими, даже можно так, генетическими особенностями населения Якутии, здесь заболеваемость выше, чем в среднем по округу и выше, чем по даже России. Республика является одним из таких вот эндемичных районов, где это циркулирует. Но и здесь предпринимаются значительные меры по вакцинации, по охвату всех нуждающихся лечением. Поэтому я уверена, что здесь ситуацию удастся взять под контроль, стабилизировать, и в дальнейшем она будет улучшаться. Наш телеканал понес тяжелую утрату. Сегодня мы простились с автором и ведущим информационно-аналитической программы Сахасире Кюнтенкюн, известным журналистом и нашим коллегой Алексеем Семеновым. О жизни и профессиональной деятельности смотрите в нашем материале.
Известие о смерти талантливого журналиста Алексея Семенова в зоне проведения специальной военной операции потрясла многих зрителей канала НВК «Саха». Алексей был первоклассным журналистом, отличным интервьюером, профессионалом своего дела. Алексей Никитич Семенов является примером для многих якутян, которые посвятили свою жизнь и работу служения якутскому телевидению, журналистике. Его материалы всегда отличались полнотой, его рассказы, его пояснения всегда привлекали внимание многих телезрителей нашей республики. Его творческий путь на телевидении начался с должности корреспондента Верхневилюйского филиала НВК «Саха» в 2010 году. Одаренный, перспективный молодой человек не мог остаться неприметным. Через 2 года к нему поступило приглашение в головной офис. Еще через 2 года Алексей стал лицом информационных программ в качестве ведущего. Ежедневно его устами мы рассказывали о главных событиях в республике, в стране и мире. По просьбе руководителя отдела я принял Алексея, на собеседование пригласил. И в нем я увидел, как руководитель, увидел молодого перспективного человека, который действительно, у которого глаза горели. В профессиональной среде принято считать, что камера раскрывает внутренний мир человека. Всю информацию, которую доносил до зрителя, Алексей пропускал через себя, проверял каждую букву, каждую цифру, прорабатывал каждую деталь. Для него не существовало непосильных тем и задач. Наблюдал за ним долгое время, и с каждым разом его сюжеты становились все информативнее, все насыщеннее, профессиональнее. Скажем, когда он стал ведущим информационно-аналитической программы на якутском языке, это очень большой труд, это труд большой команды, и он был, скажем, на переднем плане, был зеркалом всей этой команды. По его работе ценили всю работу всей большой команды, и он с этим справлялся, тем более это было на якутском языке. Талантливый человек, талантлив во всем. Все, за что не брался Алексей Семенов, получалось удивительно наполненным и неповторимым. Он настоящий мастер работы в кадре, умел погружать зрителя в события, о котором рассказывал, умело брал интервью, мог разговорить любого респондента. Очень любил свою профессию, старался сам изнутри разобраться в теме, прежде чем рассказать зрителю. Тема СВО тоже волновала его. Год назад он решил подписать контракт с Министерством обороны. Очень сложно, конечно, сейчас. То, что вот так получилось, он уехал защищать свою родину добровольно, мужественно решение принял. И я до сих пор не верю в то, что его не стало сейчас. Но самое главное, он для себя решение сделал свое. Он уже для нас в наших сердцах герой, да? То, что он защитил и с честью погиб, получается. Для нашей журналистской семьи он был настоящим профессионалом, наставником для молодых коллег, примером для подражания и прекрасным другом. В экстремальной ситуации он всегда оставался спокойным, собранным, подставлял дружеское плечо в командной работе. Я бы с ним пошел бы на разведку. Как говорят, да? То есть на человека можно положиться. Физически крепкий, смелый. Плохих качеств у него не было даже. За год службы, сами подумайте, да, в экстремальных ситуациях сидите, и ребята о нем ничего плохого там не говорили, ничего такого не было. Все всегда с положительной стороны его характеризовали, также командование его поддерживало. В память о нашем добром друге и коллеге останутся неповторимые сюжеты и программы. Его лик навечно будет запечатлен в золотом фонде национальной вещательной компании «Саха». В Мельнинском районе около 1500 выпускников школ получат свои аттестаты, завершив важный этап своей жизни и подготовившись к новым профессиональным и личным достижениям. Об этих и многих других интересных событиях в дайджесте наших коллег.
В этом учебном году школы Мирнинского района выпускают 450 учеников 11 классов и 1037 учеников 9 классов. Это важный этап в жизни каждого школьника, открывающий новые возможности для дальнейшего образования и профессионального роста. Учителя и родители поддерживают выпускников, помогая им сделать правильный выбор и успешно подготовиться к экзаменам. Традиционно у нас наиболее популярными являются экзамены по обществознанию, как в 9, так и в 11 классе, по информатике. Хочется отметить, что в этом году, благодаря той работе профориентационной, которая проводится в наших школах, увеличилось количество сдающих ребят в 11 классах математику профильного уровня, количество ребят, сдающих биологию, физику, и это радует. Биология, химия осталась у нас на прежнем уровне, и увеличилось количество сдающих ребят по географии. В детской школе искусств этот учебный год тоже оказался особенно урожайным на талантливых выпускников, каждый из которых с гордостью и вдохновением шагает навстречу новым музыкальным вершинам. За более чем полвека своего существования Мирнинская детская школа искусств воспитала более 2000 юных талантов, многие из которых продолжают свой творческий путь, прославляя родной город. Выпускные экзамены прошли практически, у нас, можно сказать, без троек. Хорошие и отличные результаты дети показали на итоговой аттестации. Мы очень довольны. А в региональном техническом колледже также ожидается большой выпуск. 479 выпускников по различным специальностям. Помимо этого, из колледжа выпускаются кадеты, проходящие обучение на базе МРТК. Такой масштабный выпуск свидетельствует о важной роли учебного заведения в подготовке квалифицированных специалистов и молодых профессионалов для региона. Выпускников в этом 2024-2025 учебном году в 9 классе 10, в 11 классе 9. Мирнинский политехнический институт в этом году выпускает 100 специалистов различного уровня. Выпускники института получили качественное образование и практические навыки, которые помогут им успешно реализовать себя в профессиональной деятельности. По заочной форме обучения в основном все ребята уже трудоустроены, в основном получают высшее образование для своей дополнительной квалификации, для потенциального повышения. А по очной форме обучения ребят ждет трудоустройство. Сейчас мы видим, что рынок труда вакансиями довольно-таки хорошо, так сказать, насыщен, поэтому думаем, что у наших выпускников не возникнет проблем при трудоустройстве. Теперь школы Мирнинского района с нетерпением ждут первоклассников, которые впервые переступят порог учебных заведений и начнут свой путь к знаниям и новым открытиям. В то же время региональный технический колледж и политехнический институт готовятся к приему новых абитуриентов. В этом году приемная кампания начнется уже в июне, и все желающие смогут подать документы для поступления на различные специальности. Анна Васильева, Мирный. Состоялось расширенное заседание ученого совета научно-исследовательского института УЛНХО СФУ. Собрание посвятили 90-летию со дня рождения Василия Иванова, видного ученого и первого директора института. Также отметили 20-летие признания якутского эпоса шедевром нематериального культурного наследия человечества. В ходе заседания вспомнили о 15-летии основания научно-исследовательского института. Все участники подчеркнули важность сохранения и развития культурного наследия Якутии. Василий Николаевич был очень мудрым, добрым наставником. Он нас, можно сказать, учил к жизни, учил вообще, как писать вообще научные статьи, можно сказать, научную работу, как проводить. Он был очень широкой души человек. И, можно сказать, был очень глубоким мыслителем. Кино, которое объединяет с 23 по 25 мая в Крыму, прошел Всероссийский кинофестиваль «Мост». За 3 дня зрители увидели 90 документальных и художественных фильмов и сериалов. В конкурсе молодых деятелей культуры «Мост горизонта» участвовали 2 короткометражные картины якутских режиссеров. Это фильмы «Невидимые нити» Аэлиты Сергеевой и «Любовь в твоем городе» Азамата Ягасова. А в рамках внеконкурсной программы на экранах фестиваля показали хит российского проката киноленту «Диодорова. Против течения».
К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. На этом все. Я с вами прощаюсь. До встречи.